Это достар, көрермендер. В прошлом году я в своем инстаграме начинала вести рубрику, которая называлась «Шай үстіндегі әңгіме», разговор за чашкой чая. И это было в формате прямых эфиров с не очень хорошим качеством. В этом году мы перешли на вот такой интересный студийный формат. Также гостями этого прямого эфира, рубрики этих прямых эфиров остаются люди, которые проявляют высокий интерес к изучению языков, овладели государственным языком, в основном это представители разных этнокультурных объединений, разных этносов. Мы в таком формате прямых эфиров, в формате видео обсуждаем разные интересные вопросы. И сегодня у нас в студии Штаудакер Валерия. Қош келдің. Өзіңді таныстырсаң. Саламатсыз ба, құрметті достар. Сәлем, Юля. Менің есімім Штаудакер Валерия. Мен неміспін, және де мен 16 жастамын. Мен ассамблея жастары ұйымының және неміс жастары клубының белсендімін. Қане, көріңіздер, Валерия өзі неміс болғанмен қазақша сайрайды таза сулай біледі екен. Жарайсың, Валерия. Расскажи мне, как дела обстоят в школе? 16 лет, совмещать школу, ассамблею жастары, этнокультурный центр. Как ты все это успеваешь? Өте қиын. Честно, Юля, очень сложно, потому что совмещать учебу с общественной работой это довольно тяжело, потому что у нас каждый день, по 8 уроков, мы заняты до обеда, и потом сразу бежать в Дом дружбы, делать что-то, публиковать в Инстаграме. Но это очень интересно, мне это нравится, поэтому продолжаю этим заниматься. Да, мне кажется, у тебя жизнь это как кипит в колесе, все нужно успеть, все по расписанию. Таңертең ерте азанда тұрасың ба? Ерте тұрасың ба? Әрине. Сағат нешеде? Сағат тура 8-де. 8-де, иә. Сағат тура 8-де. Жақсы. Ал, Валерия, айтшы, енді сенің ана тілің ол неміс тілі. Қазақ тілі қиын ба? Өте қиын. Қиын ба? Әрине қиын. Бірақ менің ойымша, біз Қазақстанда тұрамыз, және де біз қазақша сөйлеуіміз керек. Яғни мен неміспін, бірақ қазақша сөйлеймін. Өте қиын, бірақ қазақ тіліне әрине үйренемін, қазақша сөйлеймін. Менің ойымша бұл өте маңызды. Себебі менің басым де қазақша сөйлейді. Солай ма? Әрине, анам қазақша сөйлейді, менің әкем қазақша сөйлейді. Менің ойымша бұл өте маңызды, себебі біз Қазақстанда тұрамыз. А с чего ты начинала? Как ты начинала учить казахский? Вообще, на самом деле, менің ойымша қызығушылық мектепте пайда болды. Себебі менің мұғалім мені әрқашан мақтайды, жарайсың, Валерия, өте керемет. Мне кажется, то, что интерес пробуждается в детстве, то есть как заложит себе этот фундамент определенный, так оно у тебя и пойдет по жизни. Поэтому мне всегда попадались замечательные учителя. Они всегда меня хвалили, говорили: «Жарайсың, Валерия, ты большая умница, потому что интересуешься государственным языком». Так постепенно во мне проснулся интерес, и потом уже впоследствии в старших классах, в 8 классе, я начала потихонечку даже вести концерты, вперемешку орысша қазақша. Ведущая была, да? Өте қызықты. Поэтому мне кажется, то, что очень важно детям именно прививать это отношение с детства. Я шынымен де, достар, интерес, заинтересованность и любовь к языку, особенно государственному языку, она начинается с юных лет, с самого детства, со школы. И, как правило, эту любовь прививают первые учителя. Қазақ тілінен сабақ беретін апайлар. Жасырсын, я аман болсын апайларымыз, қазақ тілін жақсы білетін ұстаздар. И это очень много дает, это большой стимул дает в жизни, когда у тебя есть мотивация, когда тебе говорят: у тебя получится, я сен қателесесің, кейбір сөздерді дұрыс айта алмай қаласың, бірақ та ұстаздың көмегімен, ұстаздың қолдауымен шынымен де осындай мемлекеттік тілге, басқа бір тілге сүйіспеншілік, шынайы қызығушылық пайда болады. Және де Геральд Бергер айтқандай, ұлтым неміс, жаным қазақ. Шынымен де, Валерия, сенің жаның қазақ. Тура естіледі ғой, қазақ тілі жаның қазақ. Ал бала кезінде қандай бала болдың? Какой ты была в детстве? Когда я была в детстве, я была очень активным ребенком, то есть мне всего было мало, я всем интересовалась, я всегда очень любила камеру, всегда, да. У меня родители работают на телевидении, поэтому я очень сильно любила постоянно,
ставить определенные камеры, да, и что-то делать, танцевать, петь. То есть я была очень активной, я всегда хорошо училась. С детского садика я всегда участвовала в каких-то детских постановках, ну, для того, чтобы развивать свое ораторское мастерство. Очень любила читать книги. Поэтому мне кажется, то, что да, действительно, этот интерес ко всему этому, в том числе к иностранным языкам, возник именно с детства. Ты говорила, что любила читать книги, актерское мастерство посещала. Да, это, наверное, те базовые качества, которые в детстве они нам помогают быть такими разносторонними, открытыми миру, да, открытыми к любым предложениям. Хочешь, на камеру стою, танцую, стих расскажу, я тоже такая, кстати. Не было дома микрофона, но было что-то, я не знаю, так дезодорант, микрофон. Перед гостями выходишь, рассказываешь стих, да, актриса болып. Ал бүгінгі жастар жалпы, Астана жастары, сенің сыныптастарың көбінесе қай тілде сөйлейді? Менің ойымша, Астанада жастар қазақша және де орысша сөйлейді. Себебі біз, мы находимся на севере, и то есть у нас одинаково, да, мы разговариваем как на казахском, так и на русском. Поэтому, мне кажется, это очень хорошо, то, что мы представители разных этносов, как и в Казахстане живет более 130, да, этносов, но мы все говорим как на своем языке. Я лично говорю и на немецком, и на русском, да, и на казахском, так на государственном языке, так и на языке межнационального общения на русском. Поэтому, мне кажется, наша молодежь столичная қазақша және орысша сөйлейді. Шынымен де, особенно люди, которые привыкли видеть один негатив и говорят, что вот у нас в основном русскоязычная аудитория, я говорю, что всем всегда говорю, что у нас в Казахстане в большинстве своем проживают билингвы. Билингв дегеніміз екі тілде еркін сөйлей алатын азаматтар, жандар. Шынымен де, біздің қазақтарымыз еркін орысша да, еркін қазақша да сөйлейді. Бүгінгі таңда кейбір басқа этнос өкілдері қазақша білмеуі мүмкін, бірақ түсінеді. Ол да бір артықшылық, Поэтому, когда все говорят, что вот у нас русскоязычная в основном аудитория, нет, мы билингвы, мы владеем двумя языками. Я думаю, что в будущем еще подрастающая молодежь проявляет большой интерес к изучению других иностранных языков, да, к изучению английского языка, потому что ағылшын тілі ол ақпараттың тілі, дегендей. Әрине, Юля, және де менің ойымша, так, извините, сбилась мысль. Хотела сказать, что... әрине, қазақша сөйлеймін, бұл қиын, бірақ мен қазақша түсінемін. Менің ойымша бұл өте маңызды. Поэтому, когда говорят то, что, когда сложно говорить, в любом случае мы все прекрасно друг друга понимаем. Да, это тоже замечательно, то, что мы как и говорим, так и понимаем. Да, действительно, при коммуникации понимать в первую очередь это важно. Да, конечно. Да. Когда ты человека понимаешь, ты его видишь, ты с ним уже не чувствуешь себя рядом с ним и его рядом с собой чужим. Ты уже понимаешь, что с этим человеком ты согласен. То есть коммуникацию построить сможешь. Ал мектепте қазақ тілі қандай форматта өткізіледі? Мен мектебінде мен мектебінде, яғни біздің мұғалім бізге кітап берді, және де біз кітап бойынша оқисыздар, иә? Әрине, кітап бойынша оқимыз біз, және де біз мәтіндер оқимыз. В школе мы, получается, казахским языком занимаемся, в принципе, стандартно по книге, но наши учителя, они разбавляют книгу различной грамматикой, то есть различными упражнениями, мы можем сыграть какую-то определенную сценку для того, чтобы сильнее закрепить материал. Поэтому мне кажется, что это очень важно при усвоении языка, потому что это не только сугубо заученные предложения из книги, но и это навыки, которые тебе потом в будущем пригодятся. Следующая наша небольшая тема – это лайфстайл. Расскажи мне, как проходят твои будни, как ты помимо учебы успеваешь все это сделать, что тебя интересует, есть ли у тебя хобби и как ты отдыхаешь? Жарайда, на самом деле ничего такого, сверхъестественного там нету. Я просыпаюсь каждый день, в 7-8 утра, в 7 это получается будние дни, в 9-10 на выходных, потому что у нас начинается школа,
это стандартно, мы до обеда там находимся, получаем знания. Потом, когда я возвращаюсь, я вижу сообщение, пишет Юля, нужно в дом ехать, в Дом дружбы срочно, нужно делать что-то, Я какая-то... что-то зову уже. Да, появляется какая-то общественная работа, я понимаю так, я распределяю время для того, чтобы успеть, смотрю, как по учебе получается, и еду туда. Если не получается, то, получается, прихожу со школы. Если не получается, то получается. Если не получается, то я прихожу со школы, начинаю делать ужимасы. Вот, а после этого... А его очень много? Очень много, да, потому что у нас... Я учусь в 27-й школе, лицее. Это физико-математическое направление, естественное, поэтому у нас очень много ужимаса. В 27-й школе очень много ужимаса. Да. Учителя посмотрят, скажут, солдатик. Жалуется. Да, жалуются. Ну вот, и потом, получается, я смотрю уже, как успеваю, не успеваю по времени заняться тем, что я очень люблю. Это иностранные языки. Я фанат иностранных языков, мне очень сильно это нравится. Я сама немка, и я говорю, ну, помимо казахского и русского, еще на немецком, на английском и на турецком. Вау. Мне очень сильно это нравится, круто. поэтому я смотрю сериалы на изучаемом языке, поэтому это помогает не только с казахским языком, да, вливаться в роль, как ты сказала, но и с остальными языками, потому что это такой навык, который по жизни тебе пригодится. То есть вы в школе, в первую очередь, учитесь учиться, и вот то же самое, приходишь домой и вот применяешь эти полученные знания в своих хобби. Құрметті достар, менің алдымда нағыз жас полиглот. Он сильно сервируем, Валерия. Вы фанатки, кажется, турецких сериалов, да? И турецкий с казахским очень близок, поэтому... Да, и я замечаю это сходство между нашими языками, турецким и казахским, поэтому... Это так мотивирует и поднимает настроение, когда слово на казахском такое же или похоже по звучанию, да? Да. Ты такой, блин, как классно, что не знаю, я могу... И тем самым ты находишь резкие, такие похожие ассоциации какие-то со словом, да? Оно, допустим, в турецком может звучать чуть мягче, ач, да, в казахском агаш или анне, она, да? Ой, блин, вообще здорово. Следующий вопрос, который я хотела спросить. Ты еще занимаешься общественной деятельностью, ты активист в своем молодежном крыле общества немцев. Да. Скажи, какие у вас есть направления деятельности? Чем вы занимаетесь? Чем занимается молодежное крыло? Какие сейчас проекты реализуете? Для тех, кто не знает, Ассамблея Жастыра, она объединяет все этнокультурные объединения, да, то есть мое это немецкое, и наше этнокультурное объединение называется Видергебурт. То есть, а у нас... Язык можно сломать? Да, Видергебурт. Видергебурт с немецкого языка переводится как возрождение, то есть это возрождение культуры немцев, культуры переселенцев, те, которые были репрессированы в Казахстан, для того, чтобы сохранить их национальную идентичность, то есть их самосознание, их язык и культуру. Поэтому в стране был организован клуб немецкой молодежи, ну, то есть это люди в возрасте таких, как я, примерно там, от 12 до 29 лет, и он называется «Диамант». «Диамант» — это бриллиант. И ребята, они занимаются такой деятельностью, как немецкая кухня, немецкий язык, они изучают немецкую историю, немецкую культуру. Кстати, в Астане недавно прошел глобальный такой фестиваль немецкой культуры с 9 по 10 сентября, где представители не только немецкого, но и разных этносов показали свои языки, свои культуры. И на самом деле это очень мотивирует, то, что у нас проводится такая деятельность. То есть если человек заинтересован в продолжении общественной работы, да, в изучении культуры своего этноса, истории своего этноса, то он может свободно прийти и начать там работать. Да, я, кстати, видела в Инстаграме, что очень масштабно прошел форум ваш, очень много съезжалось, да, представителей разных этносов, с регионов даже на этот форум, на этот фестиваль. И хорошо, что стояла замечательная погода в эти дни. На площади проходила. Потому что мы знакомы, Владислав Вебер, он приезжал, и у нас никак не получилось с ним встретиться. Но я всегда очень поражена активностью немцев, их пунктуальностью и их активностью, как они везде все успевают, и как... Поделись, пожалуйста. На самом деле, правда, ничего особенного в этом нету, то есть всегда, слава богу, 21 век, у нас есть интернет, у нас есть средства связи, да, наши, поэтому мы связываемся, мы смотрим, какие у нас проекты, то есть подаемся, участвуем, потому что это очень важно, помимо того, что ты обретаешь новых друзей, ты еще и сохраняешь свою культуру, культуру своих предков.
Мы с мамой писали очень большую исследовательскую работу на тему моих корней. То есть мои предки, они жили в Поволжье. Это немцы-переселенцы из Поволжья, они мигрировали в Казахстан. Они очень любили казахский язык, они очень любили казахскую культуру. И это очень важно помнить нам, потомкам, об этом. Потому что, делая такую работу, ты и сам углубляешься в это, ты и сам понимаешь, насколько это важно. Насколько важно вот придерживаться вот этой культурной значимости в своей семье. Поэтому тоже, когда думаешь, вот, ой, я не успеваю там, или мне не получается, вот как ты сказала, как ты это успеваешь, то понимаешь, что у всего есть цель, и у этого тоже, у определенной работы есть цель, не забыть свою культуру, не забыть свой язык, и не забыть о том, что каждый день мы формируем свое будущее. То есть вот, сегодня я там полежу на диване, нет, а завтра я там буду где-то, нет. Надо каждый день вставать и напоминать себе, что жизнь в твоих руках, и то, что если ты захочешь, ты будешь это успевать. Вот. Right here, right now. Мы планируем свое будущее. Сейчас, да, в этом минуту. Валерия, болашақта кім боласың? Мұғалім. Мұғалім? Тіл маманы боласың ба? Неміс тілінен сабақ бересің ба? Керемет. Ағылшын тілі. Что керек? Иә. Тілді білетін адам әлемді басқарады дейді, иә? Шынымен де солай. Тілді білсең, қай мемлекетке барсаң, иә, қай аумаққа барсаң, жоғалып қалмайсың, иә, яғни өз жұмысыңды тауып аласың, басқа адамдармен танысасың. Это большое преимущество знания языков в наше время, да? Несмотря на то, что сейчас artificial intelligence, да, искусственный интеллект может за нас любую работу сделать, да, перевести нашу речь на другой язык, все что угодно, да, написать за нас любой текст, но живое знание самого человека и владение языком — это очень ценно на сегодняшний день. Наш мозг развивается. Конечно. Устазым айтқандай, оқу, және оқу. Да. Оқу, және оқу, ерінбеу керек. Сен бүгінгі жастарға, бүгінгі жас буынға қандай кеңес берер едің? Бояться трудностей, делать то, что вам нравится в первую очередь, и помнить о том, что каждый человек сам творец своей судьбы. Валерия, көп рахмет, ты меня так замотивировала. Вообще, спасибо, что выделила время, приехала, поделилась своим опытом, своими знаниями. Я желаю тебе как можно чаще появляться на телевидении и рассказывать людям о том, что можно действительно, будучи 16-летней девочкой, уже вот так везде участвовать, быть активной и при этом полной энергии. Я желаю тебе не болеть, всегда быть в хорошем настроении. Келгеніңе көп рахмет. Келесі кездескенше сау бол.